Хөрмәтле милләттәшләр, һаумыгызлар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях наш старый друг Константин Чадлин. С ним последний раз мы проводили эфир 2 года назад. Костя, приветствую тебя. Добрый день, всем привет. Ты уже 7 лет, получается, живешь в Эстонии, политэмигрант. В прошлом, кто забыл или не знает, что ты был русским националистом в Уфе, входил достаточно достаточно известный человек был по Уфе и по республике Башкортостан, организовывал русские марши. Потом ты ушел, скажем, в открытую оппозицию к властям республики, вообще к властям России, и потом эмигрировал в Эстонию. Вот скажи, с тех пор изменились ли твои политические взгляды и вообще твое мировоззрение? Считаешь ли ты до сих пор себя русским националистом? Ну, наверное, русским националистом я себя также продолжаю считать, потому что я считаю, что любой человек, который называет себя националистом и подразумевает под этим что-то адекватное, он говорит в первую очередь о том, что он чтит, уважает свои корни, помнит свою историю, какие-то традиционные для него ценности. Не обязательно эти ценности должны быть такие железобетонные, что они никогда не меняются, что-то может меняться. Но мне кажется, если человек называл себя националистом и говорит, что он националист, это не обязательно означает то, что в контексте всех современных событий он поддерживает войну, поддерживает агрессию, поддерживает захватнические какие-то действия, потому что такое первое, скажем так, зернышко сомнения в имперскости, как бы сейчас это уже можно было назвать, исходя из современной терминологии, у меня появилось в конце 90-х, 98-99 год, когда я общался с ребятами из различных русских националистических движений российских, и познакомился я с некоторыми ребятами из Москвы в то время, и они говорили, что часть их знакомых воюет на стороне Чечни против российских вооруженных сил. Для меня это тогда было таким очень большим шоком. Я не мог понять, как такое может быть. Мы же граждане страны, а со стороны Чечни воюют исламские террористы. И любой гражданин России должен считать своим долгом отстаивать свою страну. Но тогда, скажем так, сомнения эти появились. Я это никогда никому не стеснялся задавать прямых вопросов. И этих ребят спросил, ну как, говорю, так, они называют себя русскими националистами, при этом не воюют за Россию, а воюют за чеченцев. И эти ребята мне объяснили, что ты можешь быть националистом, но этот национализм твой может заключаться в том, что ты уважаешь и другие нации тоже. И в том числе право нации на самоопределение и на независимость. Потому что если сегодня мы будем говорить о том, что... Ну вот я говорю про ту ситуацию в конце 90-х. Если мы не отпускаем Чечню, берем их в рабство, так сказать, не даем самостоятельно развиваться и не даем этому народу быть самостоятельным, нет никакой гарантии, что завтра это же не сделают со всеми остальными народами в России, и включая самих русских. Потому что те, кто это делает, им абсолютно наплевать какой-то национальности, они могут прикрываться какой-то национальной идеей, но на самом деле никакой национальной идеи за ними нет, это только захватнические действия, которые выражаются в том, чтобы продолжать Россию сохранять тюрьмой народов. Да, Поэтому я согласен. могу сказать, что да, наверное, часть моих взглядов определенно изменилась с того времени. И я никогда, в принципе, не мог представить, если, конечно, я еще мог представить какие-то такие конфликты на этнической почве, на той почве, что какая-то из кавказских стран, республик, какой-то народ хочет отделиться. Но у меня никогда не было даже такой мысли, что может быть война между Россией и Украиной. И в начале 2000-х я участвовал в мероприятии, которое проводила совместно Рада и Государственная Дума Российской Федерации, депутаты 4-го созыва Российской Госдумы Вячеслав Игрунов, один из создателей партии «Яблоко» и потом создатель партии «Слон». У него украинские корни, и у нас было мероприятие, где мы встречались с молодежью из разных частей Украины, и тогда мне было удивительно, что многие ребята моего возраста, там от 14 до 17 лет, с Западной Украины, они поднимали все те же самые вопросы, которые, скажем так,
на основе которых сегодня, не сегодня, там 4 года назад началась полномасштабная война. Да, Костя, вот смотри, в Уфе в прошлую субботу произошел инцидент, ну даже инцидент, наверное, это мягко сказано, когда молодой человек напал на студентов медуниверситета в Уфе с ножом, выкрикивая там националистические, нацистские, наверное, лозунги, потому что тут дело касается, получается, другой расы людей, резал их ножом, и потом кровью одного из порезанных нарисовал свастику на стене. Э, Вот на твой взгляд вообще, вот эти люди, вот, ну, Хабиров сегодня назвал, сегодня он выступил и назвал это событие единственным таким случаем в республике, что такого у нас никогда не было, что вообще у нас миролюбивая республика, и никаких межнациональных конфликтов никогда не было, и вообще все у нас хорошо, и все прекрасно. Ты согласен с ним? Ну, я не могу давать оценку событиям, которые были за то время, которое Ради Хабиров находится у власти в республике. Но до того, как он стал главой республики, такие случаи были. И когда, например, мои друзья, знакомые, в том числе украинцы, стали кидать мне в Телеграме сообщения из украинских пабликов о том, что в Уфе напали на иностранных студентов, на общежитие иностранных студентов, и нарисовали кровью свастику, первое, что я сказал, ну, это же Черниковка, что вы хотите. И это не первый раз такое случается, это постоянно было. Могу тоже, опять-таки, сказать, так сказать, из своего личного опыта, как это было в то время, когда наша группа друзей, скажем так, слово нашей группы друзей имело значительный вес в русской правой, ультраправой движухе в Уфе. У нас, чтобы не соврать точно, дату называть не буду, но где-то году в 2010-2011 у нас была встреча с одним из заместителей Министерства внутренних дел по республике, собранная по его инициативе. На этой встрече он собрал представителей околофутбольных движений, футбольных фанатов, болельщиков, русских националистов, правых организаций. И он сказал, что нас единственное, что интересует с моей стороны, что чтобы у нас в республике не было никаких нападений, не было пролита кровь на национальной почве. За это будете отвечать вы, если вот вы считаете себя лидерами, там по нашей информации, по справкам есть данные, что вы являетесь лидерами, ну и как, что это скрывать-то, это же все прекрасно понимали. И он так и сказал, что никаких драк в городе околофутбольных. Выезжайте в лес, деритесь сколько хотите и контролируйте молодежь, которая может на кого-то нападать, либо провоцировать. Какие-то такие истории. Естественно, за всех отвечать невозможно, но мы сказали, что мы постараемся делать все, чтобы этого избежать, потому что в Уфе всегда удавалось в глобальном плане нормально, спокойно жить людям разных национальностей, течений политических, околополитических, неформальных, без какой-то серьезной конфронтации, без того, чтобы кто-то кого-то резал, кто-то на кого-то нападал. И в этом, конечно, наша заслуга тоже была, потому что мы сами проводили такие беседы с представителями бритоголовых из Затона и из Черниковки, и иногда эти беседы перерастали в небольшое физическое, скажем так, воспитательное воздействие. Ну, оно все проводилось адекватно, не в том плане, что приехали, кого-то там избили. Есть свои понятия, свой кодекс чести, этики во всех движениях, и в этих движениях тогда еще это было, не знаю, как сейчас, но тогда это было. Наверное, сейчас этого нет. Я объясню сейчас попозже, почему. И мы приезжали, предлагали, что, ребят, давайте так, мы являемся основой нашего движения по нашей республике. У нас нет никакого интереса, чтобы какой-то там 15-14-летний малолетка или дубина стаиросовая 30-35-летняя нападала на кого-то, кто не выглядит как русский, или на какого-то иностранца, избивала его и тем более резала, потому что это удар по всем. Этими своими действиями вы ничего никому не докажете, ничего не добьетесь, а прессовать будут всех. Спойлер, прессовать и без этого начали всех. Силовики, скажем так,
ну, может быть, не тот конкретно замминистра внутренних дел, но другие силовики, которые тоже там давали слово офицера, не меня, а другим людям, слово это нарушили, стали возбуждать уголовные дела, причем дела стали фабриковать. А почему я могу сказать, что сейчас, наверное, этих понятий нет? Потому что опять мы вернемся к ключевому моменту, когда в 2015 году в 2014 году началась активная кампания по ДНР, ЛНР. Это был, естественно, переломный момент, когда 80% людей из русских национальных движений стали это поддерживать. Я сказал, что я это никак поддерживать не могу, потому что это элементарно, даже не опираясь на политический вопрос, а исключительно юридически, что все воинские формирования, которые находятся на территории Донецкой и Луганской народной так называемых республик, на временно оккупированных территориях, это незаконные воинские формирования по любому праву, по российскому праву, по украинскому праву, по международному праву. Поэтому, если сегодня ты им помогаешь, ты абсолютно никак не защищен, не гарантирован от того, что завтра в отношении тебя российские же ФСБшники не возбудят дело, либо не сфабрикуют. Ну, что, собственно говоря, и стало с Виталием Луговым, правильно? Как мы все видим, история показала то же самое. И поэтому я могу сказать, что любой человек из правого национального движения, в моем представлении, если этот человек называет себя националистом, сторонником традиционных ценностей, уважает историю, культуру, для него прежде всего должна быть его честь, и он должен понимать, что такая война – это просто то, что невозможно делать в 21 веке. Ни по отношению никому, там, естественно, ни к людям ни любой нации, и тем более к Украине, стране, с которой очень много связано, очень много общих контактов, и история всегда шла параллельно, и всем было гораздо лучше жить, когда даже не то, что вместе что-то делали, они вмешивались взаимно в дела друг друга. И хочу сразу сказать, что, понятно, Украина-то в дела России не вмешивалась, у нее таких возможностей не было, и в принципе украинская политика была выстроена так, что я этого не видел, чтобы Украина как-то вмешивалась в российские дела, все договора соблюдались, военная база в аренде была, находилась без проблем, все взаимодействовало. А Россия, да, вмешивалась, и любой националист, как я считаю, русский, он должен в первую очередь думать о русских людях. Это логично. И вставать на ту сторону, которая гарантированно обеспечивает уничтожение всех наций, в том числе и русской, ну, это противоречит немножко такой позиции, поэтому я могу сказать, что сейчас, наверное, конечно, таких представлений, как у нас были, таких представлений сейчас, конечно, нет. Ну, вот смотри, Кость, в 2016 году, наверное, ты еще был тогда в республике. Помнишь, наверное, Мгм. что были арестованы, кстати, Максим Курников, известный журналист наш, в Уфе работал, ты с ним знаком лично, буквально вот вчера он в своей передаче сказал о том, что в 2016 году были арестованы члены так называемой неонацистской организации «Белая река». Ты, наверное, помнишь. Там несколько, даже он, как Максим Курников говорит, несколько Мгм. десятков человек тогда было арестовано. И то есть у них были изъяты видео, где они тренировались, где они там с ножом на поле, там с оружием и так далее. В общем, ну, такие, много чего у них было изъято. Но вот они в течение нескольких там дней были все выпущены на свободу. Никто из них не понес никакого там ответственности, ничего такого не было. Говорит ли это о том, что их крышевали? И вообще, что вот такая такие группировки, они крышуются силовиками. Я, ну, давайте так. Я, как всегда, делаю оговорку, что я говорю исключительно о том, что я точно достоверно знаю. И информация, которой я обладаю, возможно, я не могу ознакомить всех с какими-то документами, показать доказательства, назвать фамилии, но, как я всегда говорил, что почему люди мне доверяют моему слову, потому что, во-первых, я никогда никого не записываю на диктофоны, чтобы потом нигде это не всплыло, и никто не мог сказать, что я там в крысу кого-то записал, и потом это ходил, запись шантажировал, и там где-то показывал и угрожал этой записью. Ну и вообще, как бы это не в моих жизненных приоритетах. Мне важно, чтобы люди верили моему слову, как я говорю. Дело в том, что Белая река это было довольно-таки интересное движение в том плане, что основной состав Белой реки это была молодежь, это все люди, которые младше меня и тебя на 10-15 лет, кто-то, может быть, даже еще более младший. Но я думаю, в то время-то да, это 10-15 лет было.
Э, Естественно, в любой организации, такой, которая немножко парамилитари, фанатская, с тренировками, с какими-то там такими историями, любая такая организация будет вынуждена или была вынуждена взаимодействовать с органами власти. Это 100%. Белая река, она имеет свои корни из околофутбольного движения, и это болельщики «Зенита», которые всегда стояли особняком, они никогда не входили, скажем так, в наши общие мероприятия, всегда оставляли свой суверенитет, но это как бы их право выбора, и это, по моему мнению, в один момент была, а может быть и на сегодня, ну, сегодня-то ее нет, в общем, в один момент это точно была самая сильная организация фанатского движения в республике. Часть людей, которые не состояли в Белой реке, но имеют к ним отношение, они уже в 2014-2015 году на территории республики проводили публичные акции партизанского характера в виде граффити, вывешивания каких-то там плакатов. Почему я это говорю? Потому что эти люди не находятся на территории Российской Федерации. Проводили мероприятия в поддержку Украины. На мостах на Славе Юлаева вывешивали баннер в поддержку Азова. Мне тогда наш куратор Роман Александрович, по-моему, да, Мозговой, всю плешь проел на эту тему, ЦПшники мне всю плешь на эту тему проели, что они, говорит, не могли этого делать, не согласовав с тобой. Я говорю, ну, я же им тут не папа, чтобы за всеми смотреть. Если кто-то там решил что-то нарисовать, написать, они идут, покупают баннеры, баннерную ткань, покупают краску, рисуют и вывешивают. Они не подписывают у меня разрешение на проведение публичного мероприятия. Поэтому я не могу... Я говорю, во-первых, я бы не сказал, кто это сделал, если бы я и знал. А во-вторых, я и не знаю, потому что это люди умные, которые об этом везде не пишут, не ходят, не рассказывают. Сделали, вывесили, обозначились и уехали с этого места. Вот. К счастью, на сегодняшний день ни один из тех людей, кто имел отношение к этим акциям, он не находится на территории Российской Федерации. И они уже практически все получили международную защиту, живут в других странах. Хорошо, а почему Но тогда их всех отпустили, если они занимали проукраинскую позицию, а к тому моменту уже отношения России с нет, Украиной были Руслан, очень сильно испорчены? важно, что это были люди, которые имели связи с Белой рекой. Это не активисты Белой реки. Это люди, которые имели связи. Нужно было, как я думаю, почему отпустили? Потому что нужно было, чтобы кто-то понес за это ответственность. Ну и за это, по-моему, один человек ответственность понес. Скажем так, их лидер Белой реки, он, по-моему, был условно осужден. А другой человек, кто имел отношение к Белой реке, он уже 2 или 3 судимости на тот момент имел. Я не знаю, можно ли назвать, что они сотрудничали или нет. Ну, если что, учитывая, что их судимости не перетекали из условного срока в реальный. Но по моим ощущениям, никто из лидеров, либо из первых лиц Белой реки ни с ФСБ, ни с полицией не сотрудничал. Хорошо, вот сейчас в России, ну и в том числе и в Республике Башкортостан, вообще активизировались такие новые русские националистические организации. Самые известные среди них это «Русская община», есть организация «Северный человек», и, там, и дальше пошло там «Двуглавый орел» и так далее. И ну, русская община, она самая такая известная, самая большая, наверное, самая распространенная. И она открыла уже в Республике Башкортостан несколько филиалов, в том числе не только в Уфе, но достоверно известно, что в Стерлитамаке есть филиал, в Салавате есть филиал, офисы свои есть. Вот как ты вообще относишься вот к такой, к сегодняшней современной русской националистических движениям, вот этим организациям, и насколько они отличаются от тех русских националистических организаций, которые были при тебе в твое время? Я могу сказать, что я всегда был сторонник горизонтальных, как сейчас говорят, организаций, когда нет жесткой вертикали власти в организации, когда решения принимаются демократическим выборным путем. То есть у нас всегда, в наших движениях, всегда любой человек мог прийти, высказать свое мнение, высказать свою позицию, обосновать ее.
и поставить ее на голосование. Насколько я понимаю, в русской общине такого нет. И это противоречит, скажем так, в моем представлении духу свободного человека. Это строго вертикально выстроенная организация. И повторюсь еще раз, организация, которая, ну, по моему представлению, сегодня в России невозможно существование действительно свободных, независимых организаций, а националистическая организация всегда подразумевает, что это свободные люди объединяются, что они не служат кому-то. Можно, конечно, там на классиков сослаться, служить бы рад, прислуживаться точно. Но вот сегодня все эти организации вынуждены прислуживаться, потому что у них нет ни своего мнения, ни своей самостоятельной политики, ни своего самостоятельного видения. Если организация имеет серьезную разветвленную структуру по всей России с открытием офисов, ну, значит, у этой организации есть финансирование. Раз у нее есть финансирование, значит, есть центральное управление. Раз есть центральное управление, значит, скорее всего, это согласовано с властью России. На сегодняшний день, по моему мнению, власти России ведут преступную политику и внутри страны, ограничивая права людей, и внешнюю политику агрессивную, развязав войну. Поэтому ни одна такая организация, она не может быть ни представлять интересы какого-либо народа, потому что она представляет интересы государства. И называться русская община, подразумевая, что это движение русского народа, русских людей, ну, это симулятор, это обман. Такого быть не может. Это государственная русская национальная организация, а никак не русская община. Потому что община — это собрались в общине, решили, сделали. Общины могут с кем-то не соглашаться между собой, но я вижу, что идет целенаправленно одна политика по всей стране. И, ну, ты знаешь мою позицию, я всегда был за то, что в любой национальной организации нужно выстраивать контакты и помогать другим национальным организациям внутри республик, внутри городов, внутри каких-то субъектов. И, насколько я понимаю, русская община, из того, что я вижу в интернете, это не про это история только такого русского шовинизма. Ну, вот смотри, а, открыто, открыты 3 офиса, то есть официально действующие офисы. В то же время, ну, это же как бы конкретно организация, ну, националистического толка. Они об этом не скрывают, они об этом открыто говорят. Почему, скажем так, запретили организацию Башкорт, и, допустим, которая, ну, тоже была националистическая, но башкирская организация, которая там защищала права и интересы своего народа, а свободно дают как бы русской общине. Не считаю, и как бы почему в Республике Башкортостан именно это же национальная республика, и так вот свободно, вольготно они себя чувствуют. Что здесь? Как бы указы сверху идут из Москвы главам республики, ну, к Хабирову, соответственно, о том, что дай им дорогу, свободно, пусть они развиваются. Или есть поддержка именно главы, на твой взгляд, республики, и в том числе есть такие как бы слухи о том, что их непосредственно финансирует, помогает им Андрей Назаров, премьер-министр Республики Башкортостан. Вот как ты считаешь, это сверху идет или им говорят, вот, чтобы они поддерживали руководство республики? Или они сами как-то вот их взращивают? Ну, в моем представлении, что ни одному главе республики не будет комфортно осознавать, что у него на веренной ему территории, потому что, ну, мы же не будем фантазировать, что это демократически избранный глава республики, тем более он не избирается, а назначается, да? Вот. Что на вверенной ему территории будет существовать какая-то организация, которая открывает офисы, которая представляет из себя организацию крепких физически подготовленных мужчин с постоянным набором молодежи, с проведением каких-то публичных акций провокационного характера. Ни одному главе это не понравится. Это 100%. Но глава вынужден мириться со своим работодателем, принимать те решения, которые спускает работодатель. Работодатель главы на данный момент, не только в республике, а вообще по всей России, это администрация президента, это Кремль. Поэтому я уверен, если оценивать ситуацию по всей стране, и в частности в Башкортостане, то, конечно, я уверен, что идет команда из Москвы, как минимум не мешать и, наверное, еще и оказать всяческое содействие. Поэтому в виде вот такой социальной нагрузки на
аппарат главы, на премьер-министра республики ложится вот эта обязанность. Ну, будь, конечно, Назаров не премьер-министром республики, а когда это был просто предпринимателем, ну, я думаю, его бы тоже это не обошло, потому что предприниматели так или иначе, в любом случае, за то, что спокойно себя чувствовать, выполняют некоторые социальные функции, в том числе поддержку вот таких организаций. Может ли республиканская власть немножко по-другому вести политику? Наверное, может. Но почему не ведет, не знаю. Я бы, исходя из того объема информации, которым я обладаю, как мое видение, в национальных республиках такие организации допустимы, ну, если трезво смотреть на вещи, допустимы, но их надо разбавлять интернационалом, чтобы никто не мог сказать, что ага, это вот только русско-шовинистская организация. Но кого это сегодня интересует? Сегодня совсем другие интересы у страны. Ну, или же допускать националистические организации других народов. Потому что, Конечно, ну, почему конечно, у я про одного это говорю, есть, у что других. это должна быть ассамблея народов, там на базе Дома дружбы народов, что там должна быть не только русская община, и, пожалуйста, и башкирская должна быть, и татарская, и чувашская, и совместно все эти мероприятия должны делаться этими общинами, потому что, ну, что на сегодняшний день получается в России, 4 ноября на День народного единства все эти организации вместе, а остальные 364 дня все они отдельно, и, соответственно, можно сделать выводы, какая политика ведется. Ну, не совсем вместе, конечно, где-то там на официозе-то может быть и вместе, но 4 Да, ноября я и говорю, устраивают там русские марши, там крестные ходы с этими флагами русской общины, где явно нету там ни башкир, ни татар, ни чуваш и так далее, скорее всего. Смотри, а вот такой вопрос. В последние годы у нас в Республике Башкортостан, ну, вот участились такие моменты, ну, явно провокационного характера, когда там идут оскорбления по национальному признаку. Вот, ну, был случай в прошлом году, когда там женщина какая-то в Уфе приставала к башкирке, требуя у нее там показать, требуя от нее, чтобы она уехала там в свою там Центральную Азию, там откуда ты приехала, там так говорит, я башкирка, я, говорит, коренная, покажи паспорт. Ну, то есть это же как бы явно, что она, скорее всего, наслушалась и насмотрелась вот этих вот роликов, где представители русской общины в Москве требуют от людей нерусской национальности там предъявить документы там и вообще проводят рейды. Начались различные такие моменты, когда начали гореть мечети. Я не говорю, что, конечно, это русская община, но факт в том, что как бы, вот, когда она начала действовать, начали гореть мечети. Был открытый поджог мечети в Благовещенске. Все помнят этот факт, было летом. Молодой человек среди бела дня закинул бутылку с зажигательной смесью в мечеть, она загорелась, мы успели потушить, его поймали, никому его не показали, не предъявили, кто такой, что он, какие цели он преследовал, тоже ноль. Вот связываешь ли ты это с тем, что вот то, что русская община так активно действует в Республике Башкортостан, все эти события? Или это что-то другое? Потому что такого я вот раньше не помню. ну, я тебе точно могу сказать, что если бы в нашу организацию кто-то пришел и сказал, ребят, давайте мы, кроме русского марша, еще какую-то мечеть подожжем, я бы точно как минимум подзатыльник этому человеку дал и отвел бы его в мечеть, в волнослушательном медресе, походить, позаниматься, послушать, о чем говорят в мечети вообще. Потому что я сам в 14 лет ходил на добровольных началах в мечеть Гуфран, посещал 3 года лекции по Корану, по мировоззрению, по исламскому праву, и ничего такого я не слышал, что там было бы что-то экстремистское, античеловеческое, антироссийское. И что самое главное, античеловеческого что-то там. Ничего я такого не слышал. Все в рамках адекватного восприятия мира, но, конечно, с религиозной точки зрения. Наверное, слушай, да, я думаю, что я тут с тобой соглашусь, Руслан, и соглашусь с этой версией, что деятельность русской общины, люди смотрят, как это делается в интернете, люди смотрят, что делают активисты русской общины в Москве, в других, скажем так, русских регионах, и переносят этот опыт на себя, на республику, абсолютно игнорируя тот факт, что это, в первую очередь, это Республика Башкортостан. И только во вторую очередь Республика Башкортостан входит в Российскую Федерацию.
И поэтому эти люди не делают внутреннего разделения. Они все воспринимают как одно единое пространство. Это, конечно, да, обостряет русская община, но понимание формируется, я думаю, не только от медиаконтента, это в целом и уровень образования, и подачи информации в целом. И, естественно, я считаю, что это, скорее всего, государственная политика, государству Российской Федерации, Кремлю. Это выгодно, чтобы люди не осознавали свою субъектность, и чтобы они не видели, что есть отдельные субъекты. И Российская Федерация – это федерация, это объединение субъектов, государств, республик, и что каждая республика имеет свою самостоятельность, свою самобытность и, самое важное, свой коренной, первоначальный, изначальный народ. Да, я с тобой согласен. И смотри, вот такой вопрос дальше. А вот те уроки о важном, которые сейчас проходят в школах, они тоже добавляют вот в этот общий вот это хаос, ненависть, которая сейчас льется, скажем так, со всех утюгов, вот в общество, подогревает общество вот в школах, да, пропаганда, когда вот молодежь потом, кто с автоматом, ну, хорошо в этот раз повезло, там это был игрушечный автомат, но нож был настоящий у него, пришел в школу тогда, мы помним, да, и вот этот сейчас студент молодой. Есть ли здесь вот именно тоже участие вот этой вот пропаганды, которая культивируется еще со школьной скамьи Ну, со стороны конечно, государства? если это 100%, 100%. Я как человек, который больше 10 лет занимался работой с молодежью, молодежной политикой, определенно могу сказать, что это все закладывается в школе. И то, с каким мировоззрением в 15 лет будет подросток, это результат предыдущих, это результат воспитания в семье и обязательный результат влияния в школе за эти там 7, 10, 12 лет. Потому что если каждый день, если дети приходят в школу и видят парту, названную в честь героя войны, так или иначе, пока еще этот ребенок, приходя домой, имеет доступ к интернету. И он прекрасно понимает, не надо думать, что дети настолько глупы, что они этого не понимают. Они понимают и впитывают, они благодаря этому формируют свое мировоззрение. И прочитав в интернете, что такое война, не обязательно нынешняя война России с Украиной, а вообще, что такое Великая Отечественная, Вторая мировая, просто Отечественная война 1812 года. Это же все описано в литературе. Всю литературу не запретишь. Это показано в фильмах, это показано в советских фильмах. Это заложено в культуре. То же самое стихотворение «Убей немца». Да? Оно же в России его никогда не запретят, как мне кажется. Хотя, ха-ха-ха. Мне кажется, в России что угодно могут запретить. Но суть-то в чем? В том, что дети понимают, что такое война. И они видят героизацию войны вокруг. И когда после начала войны появляется дополнительный предмет разговоры о важном, это, конечно, укореняется у ребенка в его сознании. А у подростка на уровне гормонов, на уровне переломного возраста, когда он взрослеет, вот эти его внутренние конфликты, неприятие в обществе, какие-то проблемы в школе, он видит самый простой пример. Самый простой пример – это начать войну. Это стать частью чего-то вот этого важного. Он пока это не может сделать по-другому. Он не может взять автомат и пойти добровольцем, да, хотя, возможно, там кому-то это и хотелось бы. И он берет пластиковый автомат, настоящий нож, и идет разбираться со своими обидчиками. Потому что для него это механизм, который он видит как рабочий, действенный. И в тот момент, когда гормоны у него переклинивают, он не отдает себе отчета в том, что он делает. Так что это все, конечно, Получается, это все последствия. Костя, смотри, вот эта война уже идет с Украины уже 4 года. 4 года полномасштабной войны. А плюс до этого шел еще конфликт с 2014 года. Ну, в общей сложности это уже почти 12 лет, да, практически. Когда там уже и боевые действия были на Донбассе и так далее. Вот не кажется ли тебе, что мы сейчас, представим даже, что вот режим рухнул, все, но мы получим все равно, даже когда начнутся преобразования, даже в том числе демократические преобразования,
неважно на какой части территории России, но мы получим вот такой военизированная, милитаристически настроенная молодежь, вот такую молодежь. И как это вообще отразится в будущем на нашем обществе, на твой взгляд? Ну, любая война, ее последствия, это уже научно устоявшийся факт, доказанный, что люди, которые возвращаются с войны, они точно возвращаются травмированные, у них ПТСР, даже если это люди, которые не участвовали непосредственно в боевых действиях. Я вижу людей, которые в Эстонии на сегодняшний день, которые бежали от войны, которые бежали от войны с 2014 года и потом в 2022 году бежали от войны, потому что они не хотят воевать. Это и мужчины, и женщины, которые, может быть, и призывного возраста, но они, ну, вот такое их мировоззрение, не хотят они не убивать, не умирать они не готовы. И эти люди очень сильно травмированы. Они не могут нормально устроиться на работу не потому, что они ленивые, а потому что им тяжело перестроиться. Они привыкли бежать, они привыкли, что их жизнь вся должна помещаться в 2-3 сумках. То есть Нет, смотри, взял, Кость, сложил. я не про тех, я не про тех, которые, извини, Так я не про Руслан, тех, я которые вот скажу, воюют сейчас. да, Я про я молодежь, про то, которая что учится. То есть вот было чтобы 10 лет условно травмироваться от ребенку. войны, да, чтобы травмироваться от войны, совсем не обязательно участвовать в войне. Можно быть и ребенком, который воспринимает эти новости, который смотрит, что происходит вокруг, который, может быть, на уроке разговора о важном слушает о героях СВО, о героях, да, в кавычках. И когда он выходит на улицу или когда он заходит в тот же самый интернет, ну даже в интернет не надо заходить, видит поведение вернувшихся с войны людей, для него это нормализуется, такое поведение. Он понимает, что это геройское поведение. И вот 4 года идет активная фаза войны, военной агрессии. Это получается подросток, которому сегодня 15 лет, он в 11 лет, в 10-11 лет он начал с этим знакомиться, он 4 года с этим живет. Он 4 года слушает эти уроки. И, конечно, эта агрессия набирается. 100%. Я могу сказать, что в то время, в своей юности, когда там 14-15 лет, уже потом, став взрослым, я понял, что вот это вот увлечение националистическими идеями, я очень рад, что вовремя оказался в адекватной компании, где это не было радикальной форме, потому что как подросток я видел социальную несправедливость, которая творилась вокруг. Я видел, что государство ничего толком для меня не делает. И подросток ищет самый простой путь решения проблемы. Раз государство не делает, значит, есть какие-то виноватые в этом. А самая простая форма виноватых – это люди, которые от тебя отличаются. Это люди других взглядов, убеждений, другого разреза глаз, другого цвета кожи. И я говорю, я просто очень счастлив, что я в свое время попал в адекватную компанию, где все это смогли нормально канализировать и в таких более традиционной форме оставить. Сказать, что если ты хочешь гордиться своей нацией, то ты должен быть примером для остальных. Ты должен работать, быть здоровым, спортивным и показывать, каким должен быть русский человек. А не идти там резать какого-то гастарбайтера из Таджикистана, который приехал сюда укладывать кирпичи для того, чтобы прокормить свою семью. А сегодня эти дети, они не видят таких примеров. Если вокруг них везде идет героизация войны, а потом они слышат рассказы от этих же участников СВО, слышат рассказы, слышат опыт Мельчаков, да? людей. Герой Мельчаков. Герой Да, и Мельчаков прочих тоже, когда... таких героев, да, абсолютно. Естественно, они хотят вести себя так же, как эти Мельчаковы и прочие. Это же, ну, это естественно для молодого человека. И это ужасно, что такой пример сегодня в России постулируется и преподается на уровне школ через вот эти вот разговоры. Просто лично я знаю случай в Уфе. Человек, который был осужден за особо тяжкие преступления на 18,5 лет, полгода прослужил в Вагнере тогда еще, демобилизовался через полгода, ну, как Пригожин обещал, и сейчас он ездит по Башкирии, рассказывает, вот, читает лекции на вот этих вот разговорах о важном. И ведь он не один такой, понимаешь? Да. Смотри, вот А Азрет самое, что, знаешь, Качук, лидер... что вот про него, Да, говори. скажем, из юридических кругов мне рассказали, что в шоке все.
начиная от следователя, заканчивая судьей, которые рассматривали это дело. В шоке все, потому что они-то все читали эпизоды, понимаешь? Они понимают, за что им 18,5 лет дали. Смотри, вот такой вопрос. Андрей Ткачук, лидер русской общины, в одном из своих интервью заявил, что они будут в случае революции, в случае кризиса власти, они будут на стороне власти и душить эту революцию. Вот как ты считаешь, вот в момент кризиса власти, который, несомненно, наступит ввиду того, что сейчас Россия просто катится в пропасть, и экономика у нее рушится на глазах, прям санкции действительно действуют на самом деле, и жить все хуже и хуже, когда-никогда наступит конец этому режиму, скорее всего, все обрушится, и я сомневаюсь, что это будет 91 год, повторение 91 года, скорее всего, это будет что-то там похожее на 17 год. И вот на твой взгляд, вот эти неонацистские новые организации, такие как «Русская община», «Северный человек», и вот в этот момент, как в момент кризиса, мы знаем, что есть уже национальное движение, которое выступает за независимость, в том числе вот наш комитет Башкирского национального движения за рубежом. И у нас есть свои последователи, есть свои сторонники в Республике Башкортостан, которые, в принципе, тоже считают, что уже Республике Башкортостан пора отсоединяться и жить независимо. Вот как ты считаешь, вот эта русская община и ее гвардия, которая сейчас там сформирована, и другие вот организации подобные, будут ли они гасить вот нас и вообще всех тех, кто будет выступать против режима Путина, ну, чтобы сохранить вот этот режим, они будут душить всех, кто против. Как ты считаешь? Я считаю, Руслан, вот этим своим вопросом ты лучше всего ответил на свой предыдущий вопрос, почему Андрей Назаров финансирует эту организацию. Потому что кризис власти в России – это всегда разброд шатания. Вся вертикаль власти, она крепкая, сильная, закаленная, но как любой самый крепкий, самый острый металл, чем он крепче, тем он более хрупкий. Вот эта хрупкость, это все и погубит. Вертикаль власти разрушится, в регионах, естественно, начнется дележка, не только власти, но и ресурсов в первую очередь, власть во вторую очередь, я думаю, делить будут, уже набравшись ресурса. И предприниматели на местах, в других регионах, я уверен, тоже, в республике, вот Андрей Назаров, формируют свою личную гвардию, которая сможет противопоставить физически себя и отрядам ветеранов СВО, и отрядом ветеранов МВД, и отрядом ветеранов ФСБ и других силовых структур, которые начнут делить, как говорится, никто не отменял старый добрый лозунг, которым больше 100 лет, грабь награбленное. И вот это награбленное надо будет защищать. Кому-то надо будет защищать заработанное. Я не говорю, что все предприниматели это все награбили. Большинство предпринимателей, я считаю, честно работали, трудились, потому что, я сам все это видел, как люди, которые в 90-е отбивались от бандитов, возили на там 5-7-летние газельки стройматериалы на рынок продавали, либо что-то строили. Естественно, они уже в 2000-х поднялись, у них был свой строительный бизнес какой-то, еще что-то, либо там какие-то базы вот этих строительных материалов. И им же тоже это защищать надо будет. Поэтому, скорее всего, будет конкуренция на рынке за вот этих людей, которые смогут создавать бригады для защиты. А будут ли они противодействовать таким людям, как мы, таким людям, как я, таким людям, как ты? Конечно, они будут противодействовать. Они же тоже имеют какой-то свой корыстный интерес в этом. Они прекрасно понимают, что за то, что они делали, придется отвечать. Если у власти будут не они, кто им гарантирует, что они безнаказанно это все переживут? Никто не гарантирует, поэтому, конечно, самое ужасное, что наступит, как говорится, как там в этой фразе, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Рано или поздно, неважно, хочешь ты этого, хочу я этого, не хочу я этого, не хочешь ты этого. Это исторический процесс. Исторический процесс, который существует уже не 1000 лет, результат любой империи, которая не была гибкой, не смогла вовремя дать свободу людям, своим колонизированным территориям,
отпустить, дать свободный выбор, любая империя пала. И я не говорю, что она была разрушена, потому что разрушают внешние факторы, а империи падают из-за внутренних факторов, потому что это исторический процесс, это такой механизм. Ну вот, опять же, и чем крепче металл, тем он более хрупкий. Если металл гибкий, да, он согнется, как пружина, он обратно встанет потом. Где-то он будет подперт, и так он пролежит немножко в таком состоянии 50, 100, 200 лет. А хрупкий металл он лопнет и разрушится. И когда он лопнет, вот эти осколки металла разлетятся вокруг и поранят всех, кто находится рядом. Веришь ли ты в прекрасную Россию будущего, что действительно сегодняшняя вот эта вот Россия, ну, имперского, наверное, характера, это все, никто уже не отрицает, что у нее имперский характер, и об этом даже есть резолюции ПАСЕ, там, Европарламента и так далее. Вот что она превратится в прекрасную Россию будущего, в настоящую федерацию, где будет всем хорошо, что у всех будут полномочия и так далее. Как не хотелось бы мне 10 лет назад, наверное, такого уже точно не будет. И я всегда всем говорю, людям и националистических взглядов, и пророссийских, и прорусских взглядов, потому что есть люди прорусских взглядов, кто не поддерживает агрессию по отношению к Украине, но они выступают за сохранность Российской Федерации в том виде, в котором есть. И вот этот За ключевой вопрос, единую и неделимую. Да? да, единое и неделимое. Ключевой вопрос, что сначала? Дать свободу всем и возможность перезаключить договор. Либо сначала провести на территории всей страны демократические реформы прекрасной России будущего, а потом только предусмотреть возможность для тех, кто выполнит там 500 каких-нибудь условий, выйти и стать независимым. В моем представлении второй вариант это априори проигрышно, не работает. И да, может быть, 3, 4, 5 лет это будет попытка этого совершить, но опять все придет к тому же, что мы имеем сегодня. Поэтому я всем говорю, что в моем представлении, если ты действительно хочешь чего-то хорошего для русских людей, не говорю про русских людей, которые там проживают по республикам, потому что это отдельный разговор, вот центральной части России, которую мы пусть возьмем там за основную, скажем так, территорию русских людей. Если ты хочешь для этого, для этих людей сделать что-то хорошее, то надо всех освободить в первую очередь. А потом сказать, кто хочет, тот присоединяется к новому федеральному договору. Кто хочет, тот присоединяется. Почему, сразу отдельно скажу, я отдельно выделил русских людей, которые проживают в республиках национальных. Да, согласен, есть негативные примеры в 90-е, когда в отношении русскоязычных людей там где-то в Азии, на Кавказе было негативное отношение. И даже ко мне, так как я с родителями вырос в Молдове, родился в Уфе, но переехал с родителями в Молдову, ко мне как к русскому было очень сильно негативное отношение. Там люди, которые у меня были старше на 10-15 лет, могли там ударить меня палкой, кинуть в меня камень и обзывать меня за то, что я русский. Тогда, конечно, у меня были к ним претензии. Сейчас я понимаю природу этого их поведения. И победит тот, кто первый прекратит такое отношение. И это работает и в сторону русских, и в сторону других со стороны русских. И, ну, я не могу представить такого в Башкортостане или в Татарстане. Потому что вот только буквально сегодня утром занимался там физической нагрузкой, в это время думал о том, с кем я все-таки себя больше идентифицирую. С Россией или с Башкортостаном. С русскими людьми в России или с русскими людьми в Башкортостане. И я подумал, что самый главный ответ, что я никогда не было у меня представления, идеи уехать из Уфы в Москву для того, чтобы там чего-то добиваться. Потому что я всегда всего мог добиться в Уфе. И что это было там при Муртазе, что это было при Рустам Закич Хамитове. Ну, при Хабирове мне не довелось пожить. Но я считаю, что на сегодняшний день, в 21 веке, если люди, которые будут в национальных республиках, получат власть, будут делать то, о чем они сегодня говорят на публичных площадках в Европе, в интернете, ну, такие люди, как ты. Если вы будете все делать так, как вы говорите, то русские люди в Башкортостане будут себя чувствовать гораздо лучше, чем в Центральной России. Что объективно, экономически Башкортостан, вот сравнивая даже мою жизнь в Европе за эти 7 лет, практически все объездил,
Башкортостан времен Муртазы Губайдуловича ничем абсолютно не уступал никакой европейской стране. И будь он свободной республикой, на самом деле, будь у него свободные внешнеэкономические контакты, оставались бы, если ресурсы от нефтянки внутри республики, это, ну, я не знаю, это было бы гораздо лучше Арабских Эмиратов, гораздо круче Дубая, чем на сегодняшний день. Потому что, да, этого бы не было сразу, этого не было в 2000 году, в 2001 году. Но на пике вот этих всех нефтяных цен, плюс остальных всех особенностей экономических возможностей региона, Башкортостана и Татарстана в частности, это были бы страны с топовой экономикой, на своих континентах точно. А ты согласился бы с тем, что в Республике Башкортостан, в независимом, вот ты говоришь, что ты бы жил бы с удовольствием в независимом Башкортостане, что башкирский язык был бы единственным государственным языком, а русский язык был бы языком межнационального общения, имел бы официальный статус межнационального общения, как сегодня в Казахстане, условно. Что башкирский язык нужно было бы учить в обязательном порядке, что были бы, что экзамены, как в Литве, допустим, я вот где живу, здесь есть русские школы, белорусские школы, украинские школы, польские школы, но выпускные экзамены сдаются на литовском языке. То есть ты одновременно учишь литовский язык, до такой степени владеешь им, что в итоге сдаешь экзамены на литовском языке. Как ты к этому относишься, чтобы то же самое было бы в Башкортостане? Пожив в Эстонии 7 лет, что я могу сказать? Что самое важное в изучении языков – это методология преподавания. Потому что в прошлом году, практически год назад, засев за курсы эстонского, я могу сказать 100% уверенностью, если бы я делал все домашние задания, я бы уже полгода назад мог пойти и сдать спокойно на B1. Да, это подразумевает, что я не свободно владею языком. Я не могу на нем разговаривать так, как я разговариваю на русском языке. И не скоро, наверное, смогу, но рано или поздно смогу. В Башкортостане и в любой национальной республике вот такой языковой вопрос, как наследство Советского Союза в тех же самых странах Балтии, это очень тонкий лед. Во-первых, необходимо создавать среду, где нужен этот язык. Да, государственный язык на это влияет. Нужно понимание людей, что этот язык им нужен. Они должны видеть, что они получают за этот язык. И если мы подразумеваем, что свободный, независимый Башкортостан и политически, и экономически, по сравнению с другими регионами, мне кажется, очередь будет на то, чтобы ехать в Башкортостан и учить башкирский язык, чтобы получить вид на жительство Башкортостана. Когда в школе у нас был башкирский язык, ну, я уже, как говорил, нам преподавательница, учительница сказала, что вы все равно язык не выучите, поэтому мы просто будем изучать башкирскую историю, литературу и культуру на русском языке. Да, наверное, с возрастом уже лет в 30, даже там до того, как мои пути с всеми властными историями разошлись, мне было немножко жаль, что я не знаю башкирского языка. Потому что Ну, я ты же стал понимаешь, больше ездить... Кость, извини, вот ты же понимаешь, что люди не учили башкирский язык только потому, что был второй государственный язык русский язык. И, соответственно, Конечно. они в основном как говорили, что зачем нам учить башкирский язык, когда все можно получить, любую услугу на русском языке, потому что он является государственным. Ну вот в Эстонии, в Литве, в Латвии, в других государствах, сегодня бывших советских республиках, единственный государственный язык – это вот язык коренного автохтонного народа. Русский язык там имеет другие какие-то статусы. Нету двуязычия такого, чтобы официальный был, государственный был русский язык. Единственная такая бывшая постсоветская республика – это Беларусь. И я знаю, я, наверное, уверен, что ты встречался с белорусами, которые приехали. Конечно. Они все разговаривают на русском языке, они не разговаривают на своем родном языке. Это результат того, что там остался государственный язык, русский язык. Люди просто не переходят на белорусский язык. Почему? Мои белорусы на 90% с кем я общаюсь прекрасно говорят на белорусском языке. Мои вот нет, я только одного встретил, который говорит на белорусском языке хорошо. А остальные, они говорят, у нас 2 часа, говорит, в неделю преподавался белорусский язык в школе. Остальное все на русском языке обучение, телевидение все все остальное изучение на русском языке, телевидение все на русском языке, все услуги на русском языке, потому что государственный язык русский. Зачем нам
они так и не перестроились с момента независимости. И это очень Я, ключевое, потому что если оставить русский язык как государственный, то это же не говорит о том, что мы будем заставлять всех только говорить на башкирском языке. Нет, конечно, все только как разговаривал на русском языке, на татарском, на чувашском, так и будут разговаривать. Единственное, что дети их уже будут как бы обязательно учить этот язык, сдавать экзамены, и постепенно ты, ну, хотя бы ты должен элементарно, то есть там хотя бы А2, там, иметь какую-то базу, чтобы там купить, что-то там спросить на башкирском языке и так далее. Вот о чем речь же идет. Не говорится о том, что все должны вот только переходить, и тебя будут штрафовать, если ты будешь разговаривать на русском языке. Такого нету нигде. Нет, ну, создание республики, и в частности республики Башкортостан, подразумевает, что государственный язык должен быть национальным языком. Другое дело, что дискуссионный вопрос, какие другие языки должны быть национальными, например, как пример Финляндии, да, где ты можешь, где шведский считается, например, или саамский, тоже государственными языками. Ты можешь обращаться в госорганы на шведском и на саамском языке. В Эстонии очень... Ну, в Эстонии, я сразу говорил и до сих пор это говорю, чтобы комфортно жить в Эстонии, достаточно знать 2 языка из 3. Английский, эстонский, русский. Если ты владеешь 2 языками из этой группы, из 3 языков, ты в любой точке Эстонии сможешь попросить воды, и тебя накормят, и продадут что-то в магазине. Другое дело, что в экономике 21 века надо делать какие-то поблажки. Я не говорю отменять государственный язык. Я говорю, надо делать поблажки для тех же самых специалистов, которые могут приезжать из других стран, и для них какие-то свои сервисы должны быть обязательно языковые. И очень важно, подчеркну, очень важна методология. Потому что я в Эстонии знаю людей, которые там 5-6 лет всю жизнь учат эстонский, не могут сдать экзамен. И мне очень повезло, что я попал к такому преподавателю, который так объясняет язык. Ну, я говорю, я всю структуру языка понимаю. Вопрос только в практике. Ну, дети, да, дети в школах, конечно, дети в школах Башкортостана должны учить башкирский язык. И это должен быть основной язык. Русский, татарский, чувашский, это должны быть дополнительные занятия. Это должны быть факультативы родного языка. Потому что дома эти дети и так научатся на своем языке говорить. А у детей языка сегодня нет такой опасности, к тому что, ну, господи, если тебе не нравится жить в свободном Башкортостане, ты можешь поехать в Самарскую область, Челябинскую область, рядышком, и, пожалуйста, учись там на русском языке. Вот как раз продолжая, последний вопрос к тебе. Смотри, сегодня многие русские националисты, даже которые находятся в оппозиции к Путину и проживают за рубежом, там политические беженцы, они все равно вот выступают как бы за единую, как говорится, и неделимую Россию, даже как бы понимая имперский характер вообще всей страны. Но витает в воздухе, витает такая идея о том, что нужно создать отдельную русскую республику, условно на территории, ну, там, Золотого кольца или там Центрального федерального округа. Остальные регионы должны все как бы получить независимость. То есть полный распад, там, условно, Сибирская федерация, там, Уральская республика, там, Кубанская республика и так далее, там, Дальневосточная. И вот отдельно Русская республика с центром, вот, где земли исторически как бы там жил русский народ. Как ты смотришь на эту идею, что должна быть обязательно у русского народа своя национальная как бы республика, страна, государство? И почему нету, скажем так, ярких лидеров вот таких вот русского национального толка, которые бы двигали бы эту идею и горели бы этой идеей? И таких сторонников нету у этой идеи. Почему? По поводу территории. Всегда, неважно, с кем я там работал, это еще партия «Яблоко» в 2000 году или это молодая гвардия «Единой России» в 2010 году, я всегда говорил, что основная проблема русских людей в Российской Федерации в том, что, открывая Конституцию, мы читаем, что мы многонациональный народ Российской Федерации. И нет ни одной территории на всем пространстве России, где было бы документально закреплено, что вот эта земля является территорией русского народа. Конечно, на всю страну это сделать невозможно, потому что даже в нынешних реалиях есть огромное количество людей другой национальности, есть людей с самобытной культурой, и русский человек на Дальнем Востоке и русский человек в Псковской области – это абсолютно разные русские люди. Это
два абсолютно разных русских человека. Сибиряк и дончанин – это два разных человека. Поэтому определенно должна быть территория, которая закреплена за русским народом. Без этого не будет формироваться национального русского самосознания. Про лидеров мое представление очень простое. Статья экстремистская, наша это 282-я любимая статья, она изначально называлась русской статьей на практике правоприменения. Потому что органы власти на тот момент видели самую большую угрозу в русском национализме. По этой причине у русского национального движения нет хорошего, сильного, яркого лидера, который не сформировался еще. Там было два сценария развития событий. Первый сценарий развития событий – это посадят или убьют, что равно практически в российских тюрьмах, и, тем более политических. И второй сценарий – это ты идешь на сделку с Кремлем, на сделку с администрацией, и ты так или иначе туда втягиваешься. Можно было попробовать, как пробовал я, взаимодействовать с властью, формировать мировоззрение молодежи, воспитывать кадры, прививать им свое видение. Но к чему это привело? К тому, что у меня заочно 10 лет. И я был вынужден покинуть страну. Нет, я же говорю о тех, кто за рубежом сейчас находится, русских националистов. Их много, в принципе. Да, И ты их знаешь сам, многих. Я чему я удивляюсь, что я прям это не могу понять. Вот этот термин, я всегда его употребляю, это какое-то фюрерство. Каждый хочет быть главным. Я не представляю, почему люди не могут сесть и договориться за одним столом между собой. Даже те же самые лидеры русских движений. Я никогда ни на какую лидерскую позицию нигде не претендовал. Кость, тут даже вопрос, почему эту идею не двигают отдельного русского государства? Я даже не знаю, кто это будет двигать на сегодняшний день. Я знаю, что у некоторых людей из РДК были такие идеи формирования отдельного русского государства, но там тоже все упирается в то, что федерацию необходимо разобрать сначала на кусочки. Просто смотри, вот если по логике распада Советского Союза, почему произошел распад Советского Союза в первую очередь? Это же все с верхов началось. Борис Ельцин захотел установить контроль над РСФСР. Отпустив всех союзные республики, он сохранил Россию, то есть контроль. То есть ему достаточно было территории России, чтобы управлять, влавствовать, и все равно это оставалось огромное государство такое, отпустив даже все остальные. Почему не найдется очередной такой Борис Ельцин нового типа, который бы создал бы русскую республику, все равно даже взять, если Центральный федеральный округ и прибавить к нему несколько областей, севера, юга немного, это все равно будет огромная страна. Огромная страна, мы смотрели, считали, она в несколько раз больше Германии, в несколько раз больше Франции, с населением где-то минимум 50-60 миллионов человек. Но лучше уж быть, как говорится, императором на отдельно взятой территории, чем вторым человеком, третьим человеком в огромной империи. А как ты считаешь, почему нет таких амбициозных лидеров, которые бы хотели бы создать отдельное русское государство, где бы не было бы чеченцев, не было бы тувинцев, не было бы ингушей, башкир, татар и так далее. Были бы чисто русские. И двигать культуру, язык, традиции так, как ты хочешь. Хоть целыми днями русские марши проводи, крестные ходы и вообще, или просто двигайся в сторону Европы. Как ты его смотришь? Почему такой идеи нету? Почему она не загорает, не заряжает русских ребят? Я даже не знаю, Руслан. Слушай, ты так вопрос задал. Мы же никогда вопросы заранее не обсуждаем. Поэтому в моей жизни первый раз мне задали вопрос, на который у меня сходу нет ответа. И, возможно, я над этим не задумывался сам. Хотя имею русские корни, 75% по результатам этого Тартусского научного исследования ДНК, государственного, не какой-то конторы, которые за 100 евро тебе дают справку. Я в Эстонии участвовал в сборе данных ДНК жителей Эстонии. И прошло 6 лет, и мне прислали результат, что у меня 75% восточнославянских корней, из тюркских 17%. Это от прадедушки татарского досталось. И я никогда об этом не думал. Вопрос действительно такой
интересный, живой. И, наверное, я пока его оставлю открытым до следующего эфира. Я над этим подумаю точно. Почитаю, Подумай, может быть, поспрашиваю. кого-то сможешь убедить, или, может, сам возглавишь такое движение. Я уже сказал, я выберу Башкортостан. Я закончу учить эстонский, начну учить башкирский. Потому что оптимист, все-таки верю, что на наш век придется то время, когда республика станет свободной. Хорошо, Поэтому на этой позитивной ноте и мы закончим. Спасибо большое, Константин, что был в гостях, что отозвался. Я думаю, что мы еще не раз побеседуем в будущем. обязательно.